Открывая торжественное заседание в честь Дня науки, первый вице-президент Академии наук Абхазии Сергей Бебия поздравил коллег с профессиональным праздником и рассказал о достижениях ученых Абхазии за прошедший год. Диссертация Ехчей, Кимкетов, естественно, Ганахат. Убус захотели ахчера поехать в Ридара, захуя хоть ахахапха аицеге, и что ауспа, абригана дараза, аус искаге, и маченкан яда ауларов. А нейса, абригашинтон эхеханайус, яхзаргей, и третий оживший экземпляр. Вестник Академии наук. Оживший тыжимта. А гуманитарге естественная наука. Поздравительный адрес от президента Абхазии Аслана Бжания зачитал руководитель администрации президента Абесалом Кварча. Дорогие друзья, уважаемые представители научного сообщества Абхазии, поздравляю вас с Днем науки Республики Абхазия. 30 октября особая дата для нашей страны. В этот день мы отмечаем основание Академии наук Абхазии, учрежденной в 1997 году по инициативе первого президента Владислава Арзенда. Академия наук играет исключительную роль в сохранении и развитии национальной идентичности, в укреплении культурных, научных связей с международным научным сообществом. Сегодня у наших ученых есть возможность осуществлять исследования, направленные на развитие экономики, медицины, экологии, сельского хозяйства и других сфер, жизненно важных для развития государства. Труды наших ученых высоко ценятся как внутри, так и за пределами республики. Особенно важно, что интерес к науке проявляет молодежь. Государство по мере возможности оказывает поддержку молодым ученым. В этот праздничный день желаю Академии наук и всему научному сообществу Абхазии новых достижений, смелых экспериментов, успешных исследований. Пусть ваш труд приносит пользу, а наука служит основой процветания и развития нашей республики. Доктор филологических наук, академик Вячеслав Чирикба рассказал об итогах работы отделения гуманитарных, социальных и общественных наук Академии наук Абхазии за 2024 год. В отделение входит Абхазский институт гуманитарных исследований имени Гулия, а также Институт экономики и права. В этом году ученые обоих институтов выполняли серьезную разноплановую работу, внося вклад в развитие отечественной науки. Они осуществляли публикацию своих научных работ, редактирование научных трудов, руководство, оппонирование диссертационных работ, занимались преподавательской деятельностью, принимали участие в республиканских, международных научных конференциях, симпозиумах, круглых столах. Вступает с активной общественно-политической деятельностью в жизни нашей страны. В этом году главным Арден Ивановичем Ашуба Абхазский институт гуманитарных исследований проводит большую работу, включая большое число научных мероприятий. Здесь работа разделяется на 3 блока. Вопрос абхазской филологии, первый блок, второй блок история, культура, искусство Абхазии и третий блок сбор, тематизация, публикация источников по истории Абхазии. Ну, по этому блоку, вот по первому блоку запланированы такие научные исследования, как абхаза, абазинские родовые имена, история создания словаря абхазского языка, словарь языка Шинкуба и так далее. Особого внимания заслуживает публикация грандиозного собрания, потому что говорилось сейчас только что 8-томника абхазских нарских сказаний, подготовленных по коллективам под управлением, под руководством ведущего фольклориста Абхазии, президента Академии Абхазии Зураб Жотовича Джапуа. О достижениях Института сельского хозяйства рассказал его руководитель, академик Лёсик Айба. Здесь же представлена выставка научных достижений института «Урожай» этого года из сортов, выращенных сотрудниками Института сельского хозяйства. Академик, доктор физико-математических наук Январби Эгба рассказал об успехах возглавляемого им отделения физико-математических и технических наук. В этом году была защищена докторская диссертация впервые в Абхазии по естественным наукам.
по естественным наукам. Это первая диссертация за всю историю Абхазии, докторская, которая защищена здесь у нас и выполнена тоже здесь у нас. Кроме того, сейчас подготовлены 3 диссертации кандидатские тоже по физико-математическим, техническим наукам, и в ближайшие полгода они будут тоже защищены. В издательской части у нас вот в течение года вышло 3 книги, 3 монографии, тоже посвященные техническим вопросам. Это результат деятельности СФТИ, который до того практически не издавал монографии, не издавал книг, публикаций было очень мало. Ну, видимо, потому что они были закрыты, и многие из них они не публиковались в открытой печати. Кандидат филологических наук Инал Гицба стал победителем конкурса молодых ученых Абхазии благодаря научной работе «Новые факты о жизни и творчестве Илы Когония». Кандидат биологических наук, директор Института экологии Роман Дбар рассказал о том, как институту удалось сохранить уникальную советскую инфраструктуру в условиях ограниченного финансирования, о необходимости воспитания сплоченных команд профессионалов и о том, что результаты работы ученых Абхазии не всегда находят применение в обычной жизни, потому что научное сообщество как будто живет в своем отдельном мире. Нам придется, мы обязаны отвечать на те простые вызовы, которые сегодня стоят перед обществом. Если мы на них не можем ответить, к нам всегда будут относиться с неким скептицизмом. Могу сказать, что в этом плане, например, институт выполняет 2 целевые программы государственные. Одна из них связана с оценкой биологических ресурсов моря. Это касается рыбных ресурсов, а конкретно хамсы. И вторая – это задача, значит, связанная с очень конкретной, такой политической, со всеми вытекающими задачами проблемы, как делимитация морских пространств между Абхазией и Российской Федерацией. Когда мы, например, соприкасаемся на межправительственных комиссиях по, значит, охране рыбных ресурсов или по разграничению, значит, делимитации, демаркации госграницы, значит, мы, во-первых, наши визави представлены широким спектром научно-исследовательских учреждений. Например, общий объем финансирования тех институтов, когда мы садимся за стол переговоров по рыбным ресурсам, с противоположной стороны превышает 4 миллиарда рублей. А с абхазской стороны 1,5 миллиона в год. И того тоже не всегда бывает. О достижениях Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия рассказали его руководитель Арда Ашуба и член-корреспондент Академии наук Абхазии Владимир Зантария. В завершение торжественного заседания кандидата биологических наук, заведующую кафедрой экспериментальной биологии и медицины НИИ ЭПИТ Ларису Ахуба решением Президиума Академии наук признали лучшим руководителем аспирантов 2024 года. Надежда Боровикова, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.